Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Оскар Уайльд сцвярджаў: чалавек менш за ўсё падобны да сябе, калі ён гаворыць ад свайго імя. Дайце яму маску, і ён раскажа ўсё праўдзіва. Наш сённяшні госць прыйшоў да нас без маскі. Шчыра і праўдзіва раскажа пра сябе і сваю прафесію. У кіназале Андрэй Душачкін. Если что-нибудь пойдет не так, ну пусть даже вздох один не по шпаргалке, я прогремлю. Послушайте, я хочу понять вас. А чего ты так рано? Давай. Сегодня аванс. Валюша переживать будет, если я ее сапоги пропью. Андрей, добрый день. Добрый день. Вспомнилось почему-то. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду покажи. Почему ты мне это Да, всю вспомнила? правду покажи в нашем Покажи, случае да. телевидении. Да. Зеркало для актера – это магический предмет. Оно способно хранить удивительные образы. А что бы вы хотели увидеть в отражении нашего зеркала? Телевидение, ну равно как и радио, сохраняя какие-то очень важные вещи, занимается достаточно бесценным трудом, потому что это наше наследие творческое, это наша история. Ну что ж, отправляемся в наше путешествие во времени благодаря зеркалу и благодаря нашим фондам. Поехали. Андрэй Андрэевіч Душачкін нарадзіўся 8 лютага 1960 года ў Мінску. Кар'ера артыста пачалася з вялікай любові да музыкі, а прыкладам у прафесіі сталі бацькі. Народная артыстка СССР Александра Івановна Клімова і акцёр-педагог Андрэй Валянцінавіч Душачкін-Карсакоўскі. У 1981 годзе Андрэй Душачкін скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. Амаль 40 гадоў служыць у Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Горкага. Рэпертуарны ліст вядучага майстра сцэны ўключае знакавыя ролі, яркія і запамінальныя. Шматгранныя характарныя вобразы ён стварае і ў кіно, вядзе перадачы на беларускім радыё і тэлебачанні. Андрэй Андрэевіч адзначаны ганаровым дыпломам ЮНЕСКО за ўнёсак у творчую і грамадскую дзейнасць, медалямі Францыска Скарыны і саюзнай дзяржавы за супрацоўніцтва, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь. Акцёрская профессия – публичная профессия. Когда вы поняли, вот она, ваша популярность пришла? Я не люблю слова «популярность», известность. Меня всю жизнь интересовал процесс творчества. Когда выходишь на сцену в родном театре Горького в хорошем спектакле и в зале аншлаг, я безусловно счастлив. Для меня, как для актера, важно, что я на сцене, что я в принципе там, я занимаюсь любимым ремеслом. А каким жизненным и творческим принципам вы никогда не изменяете? Самое главное – это быть по отношению к профессии честным, просто предельно честным. Тогда она будет, возможно, отдавать тебе что-то в ответ. Далекий 81 год, прошло уже не одно десятилетие. Поменялось ли ваше отношение к жизни и к профессии? Смотрим на экран. А я начну с того, что я родился в театральной семье. И отец, и мать у меня актеры. И вот театр практически вошел в мою жизнь сразу и останется в ней навсегда. И вот, наблюдая с самого детства за тем, как после спектакля возвращается моя мать или отец, радостны ли они от того, что спектакль прошел удачно, или огорчены от того, что что-то не получилось, я сделал один очень важный вывод, что актерская работа – это прежде всего огромная честность. Огромная честность по отношению к людям, которые пришли в зал, по отношению к своему делу, долгу, по отношению к самому себе. Огромная честность. Потрясающе. Я просто
Ну, просто не ожидал, что это сохранится каким-то образом. Опять же, вот это то зеркало волшебное сохранилось, а это же раритет. Но для меня он просто бесценен, потому что я вообще не ожидал. Но должен сказать, что уже тогда мне было пора сказать то, что я сейчас повторил. Замечательные педагоги мои, Валерий Николаевич Раевский, а сцены речи меня вел Илья Львович Курган, танец Тамара Узунова. Куратор курса был мой отец, Андрей Валентинович Душечкин-Корсаковский. Конечно, уже тогда они вкладывали нам вот эти вот слова: честность перед своей профессией. Андрей, для вас примером во всем стали ваши родители. Ваше детство вы называли и называете интересным и сложным. Почему? Интересным, потому что родиться практически за кулисами театра, провести там всю свою жизнь, то это, конечно, счастье, это входило в меня все. Я это впитывал как губка. Почему сложная? Потому что ведь эта жизнь непростая, актерская. Я в какой-то период боялся театра. Эти замечательные взрослые люди, которые меня хватали, обнимали, гладили по голове, спрашивали: Андрюшенька, как дела? Они меня в чем-то пугали. Мир театра, он шумный. Я боялся туда, не очень любил туда ходить. Но с момента окончания школы уже, а к тому времени я стал заниматься музыкой, играл в школьном ансамбле, уже начинал достаточно системно писать какие-то тексты и стихи. Вот, я наоборот пошел в театр. Я отсматривал весь репертуар. Студентом я не вылезал любой свободный вечер именно из театра. Я знал все, я знал всех, я любил ездить на гастроли, я уже был там как свой, еще этого не осознавая. Поэтому это было и радостно, и непросто. Театральная семья – это действительно семья, она большая и шумная. Ведь какое-то время вы жили в театре. Приехали с разбежкой в 1-2 года 3 замечательных актерских семьи. Это наша семья приехала, семья Янковских. В эти же годы из Гродно, правда, приехала семья Сидоровых. Они сразу квартир не имели. Они жили на 2-м этаже театра Горького в 3 рядом находящихся гримерках. С одной электроплиткой, где готовили друг другу обед, общались, дружили и занимались искусством. И создавали золотые страницы истории театра Горького. Андрей, благодаря детским воспоминаниям появилась книга «По ту сторону зеркала», которую вы посвятили маме. Она белорусскоязычная, «По той бок люстерка». Впервые я там опубликовал дневники Александры Ивановны. Хотя она была против, но я сказал, что нет, нельзя. Это должны почитать люди, любящие, во всяком случае, театр, им это будет интересно. Вы 20 лет выходили вместе на одну сцену с Александрой Ивановной, играли вместе с ней. Сейчас мы вновь посмотрим на экран и вспомним одну из ваших совместных работ. Я получил твою телеграмму. Вот видишь, приехал. Боже мой, Саша, милый брат мой, но почему ночью? Так пришел поезд. Я так рада, что ты приехал. Ну вот что, хватит. Мы не поддерживаем отношений уже 30 лет. И я не собираюсь их восстанавливать. Просто по тону твоей телеграммы я понял, что... Что я при смерти. Да. Но я вижу, что ты в добром здравии, раз роли по ночам разучиваешь. Я ухожу. Прошу тебя только об одном. Не шути так больше. Нет, ты подожди. Саша, надо объясниться. Мы объяснились уже тогда. 30 лет назад, я вижу, с тех пор ничего не изменилось. Замечательный спектакль «Ночи ангела» о судьбе актрисы, практически остающейся уже в полном одиночестве. Я играл племянника главной героини, которую мама исполняла, который с того света к ней приходит. Это образ, он погиб на войне. Было сложно играть, потому что нельзя было интонировать как живой человек, поэтому я немножко отстранен на это подаю текст, потому что я просто возникаю в ее памяти. Мама Александра Ивановна не очень любила, когда партнер полностью не был в ней. Было в ней такой императорские замашки. Вот. А у меня была задача четкая режиссером Валерием Маслюком не попадать в ее тональность.
потому что я как бы не присутствую в реальности. И ее это раздражало. Она постоянно говорила: где твой отклик? Но я не слышу от тебя эмоций, как я могу набирать? На что я говорил: Александра Ивановна, у меня есть своя задача, которую мне поставил режиссер. Она раздражалась. Она вообще со мной играть не очень-то любила. Я, наверное, дома надоедал. И я уставал, если честно, потому что груз ответственности и так далее. Кстати, фотография из этого спектакля осталась на прекрасной книге «Приглашает русский театр» на титульной обложке. И я этому очень рад, потому что это осталась память. А спектакль назывался «Ночь ангела». А ты помнишь, когда тебя призвали на позиции, как я приходила к тебе под дождем, в темноте, как шпионка, вся промокшая. Меня даже однажды задержали, как диверсантку. Солдаты меня окружили с винтовками, стали допрашивать. Слава богу, какой-то был твой приятель или твой знакомый, он меня узнал и перевел меня к тебе. Ты меня увидела меня из ограждений, но в это время началась бомбежка, ты мне кричишь: назад, ложись! Я не ложилась. Я думала только об одном. Только бы мне доставить ему сало, спирт, папиросы, только бы доставить, а потом вот ты это помнишь? Помню. Репертуар Александры Ивановны называли королевским, ее называли королевой. А какой она была мамой? Тоже королевой. Она не любила быт. Ее раздражала посуда, которую надо мыть, стирка, как она говорила, когда любила поругаться. Ну вот, полжизни у корыта и простояла. Она хорошо себя чувствовала на сцене в образе своих королев. А в театре Александра Ивановна относилась к вам как к партнеру, актеру или все-таки как к сыну? Хвалила, когда были успехи? Хвалила очень редко. Когда в театре появлялись у меня прорывные работы, а у меня они были, когда вышли «Ночные карлики» Антигона Маслюка по дорогой Елене Сергеевне, где я сыграл вот этого Володю, это был достаточно серьезный актерский прорыв для меня, как для молодого актера, это было отмечено. Она очень за меня радовалась. Она сказала: вот работа, вот. Вот вам зачем это надо? А знаете ли из спорта, Елена Сергеевна? Как из спорта? Из чисто спортивного интереса, понимаете, я на вас загадал. Как загадал? Просто, если вы дадите мне ключ, у меня в жизни будет все хорошо. Что все? Вообще все. Карьера, жизнь, любовь. А вы сомневаетесь в благополучии вашей биографии? Да нет, знаете ли, нисколько. Однако, чтобы действительно стать крупной фигурой, надо что-то из себя лично представлять. Поддержка — вещь прекрасная, на первых порах она нужна. Но дальше все зависит от твоих собственных способностей, характера и воли. Получить у вас ключ для меня задача еще и профессиональная, ведь как будущий дипломат я должен уметь добиваться своих целей. Если ваше мнение не совпадало с мнением мамы Александры Ивановны Климовой, вы могли довольно громко поспорить, не соглашаться с ней? А мы очень часто с ней спорили и не соглашались, потому что, как правило, у нас было свое мнение. Так. И оно, как правило, не совпадало. Понятно, что, так сказать, актер профессия эмоциональная, но как-то кричать на маму, и я во всем уступаю. Что бы она ни говорила, что бы она там ни кричала, обычно она говорит, что я в искусстве ничего не понимаю, что я вообще тихий кошмар в ее жизни, что я ей вот так надоел. Вот. Но я спокойно молчу. Ну, что ж делать? Так вот. Путем уступок, так скажем. Все это не так. А на самом деле очень трудно, когда в одной семье вот актер, вот отец актер, артист, сын артист, мама артистка, и это вечные споры, и хотя всегда даем себе клятву в доме не говорить о театре, но это все время театр, театр и театр. А так как сейчас происходит очень такое столкновение старого времени и нового времени, это значит, вот Андрей Душечкин, это новая волна в искусстве. Я на позиции канонов прошлого, и поэтому трудно существовать. Вы знаете, люди одной профессии в одной семье – это трудное существование.
Во-первых, спасибо вам за эти кадры. Но несмотря на все споры и то, что было сложно, и это тоже видно, и видно, что мама не очень любит мое присутствие рядом, это можно заметить. Но видно, что и большие очень друзья. Андрей, но таким же близким и дорогим для вас человеком был и ваш папа Андрей Валентинович Душечкин. Отец из Украины, из Киева. Нашел себя в педагогике в нашем Белорусском театрально-художественном институте. Он был всегда старшим преподавателем и куратором курсов. Он выпустил много студентов и в плане профессии сделал для меня очень многое. Он был другой, нежели Александра Ивановна. Он, как мужчина, был более спокойный, более рассудительный, и у него было больше просто времени позаниматься со мной. Он многое дал для меня, как в профессиональном смысле, как для актера. И, да, являлся для меня достаточно большим другом. Следующий фрагмент вы исполняете роль сына, кстати, сына, на которого возлагают очень большие надежды. Ну что, парень, ничем я тебе особенным уже помочь не смогу. Но тебе все-таки проще. Ты идешь по моему пути. Так, наверное, и надо, чтобы сыновья шли за отцами. Не кончится морская династия Сувориных на мне. Не кончится. Вы не представляете, как я ее боялся. Долго себя уговаривал. Ну, подумаешь, танцуешь с Тереховой. Но в конце концов у тебя тоже есть опыт, и ты тоже актер. Но все равно я очень стеснялся. И когда я пришел на съемочную площадку, Терехова сидела, гримировалась, молодая, красивая. И она, видимо, и желание меня раскрепостить и расположить была очень легка, так даже отечески. Меня подводят к ней, говорят, ну вот Андрей, который будет в сцене играть с вами, танцевать вот танец. Она посмотрела так на меня, гримируясь, и говорит, а, привели птенчика. И после этой фразы я подумал, я ноги просто не переставлю. После этой ее фразы подумал птенчик. Вот. Но в результате все-таки каким-то образом я станцевал, да. Юрий Назаров, прекрасный российский киноактер, напророчил мне. «Морская династия» не заканчивается и сейчас. После того, как в этом замечательном фильме я сыграл военного морского офицера молодого, так я еще и исполняю роль замполита в спектакле «Подводники» театра Горького. Играю со своим сыном, который теперь тоже играет в спектакле «Подводники», Александром Душечкиным. Никогда не меняй театр, потому что не каждый театр для тебя может стать твоим. Так говорил ваш отец. И в вашей трудовой книжке всего лишь одна запись. Это театр Горького. Это фраза отца, которую я тоже помню. Да, я не изменил театру Горького ни разу. Хотя, между прочим, после гастролей в Киеве в 1985 году театр Леси Украинки-то меня звал переезжать. И Николай Ружковский, их известнейший актер, говорил мне, переходи, Андрей, будешь сидеть за отцовским столиком. И я даже думал об этом, тем более вся родня там по линии отца. И все-таки я не поменял ни Минск, ни родной театр Горького. И не жалею об этом. Театр Горького был, есть, и я думаю, что уже и останется для меня навсегда моим самым настоящим домом. Премьера постановки, фрагменты, с которой мы сейчас посмотрим, прошла в 1974 году, но до сих пор востребована и любима. Завещание продиктовать хочу, и за твою любовь любовью отплачу. Тебя единственным наследником назначу. Молчите, дядюшка! Или я сейчас заплачу. Нет, слышать никогда я не смогу без слез про завещание. Полная угроз, невыносимая, мучительная. Слово, но мне всякий раз не напоминает снова, что может вас нет! Невыносимый рок, несчастье пережить такого я б не смог! Боже мой, единственный наследник. Это золотая страница истории театра имени Горького. Постановка Владимира Андреевича Маланкина. Когда я впервые увидел этот спектакль, а это было на гастролях в городе Томске, это были одни из моих первых гастролей после института,
Я просто плакал. Во-первых, я был восхищен спектаклем. Во-вторых, так я хотел в нем играть. Я вот посмотрел «Единственный наследник». Через 2 дня я узнаю, что меня в него вводят на роль Эраста, главная роль единственного наследника. И я 17 лет ее играл. А этот спектакль был битковые аншлаги. Он записан на всех телевидениях всего тогда Советского Союза. Это было такое искрометное, талантливое зрелище с потрясающими нашими актерами, Ольгой Клебанович, Александром Ткаченко. С этим спектаклем, по сути, просто шла моя творческая жизнь. Это я придумал фразу в свое время, что единственный наследник – это Павлинка Русского театра имени Горького, потому что у них… Это придумали вы? Это моя фраза, да, она пошла в народ. Увы, мы не стали сохранять, как сохраняют Павлинку до сих пор, а сняли спектакль с репертуара, поменяв уже несколько поколений артистов, но так вышло. И сделали мы это зря, я считаю. Андрей, вы не раз говорили о том, что артистическая карьера началась с трепетного отношения к музыке. Должен сказать, что я же поколение шестидесятников все-таки. А это был период вот той великой музыкальной и культурной революции, которая охватила тогда весь мир. Слушали Битлз, слушали Роллинг Стоунс, но слушали песняров. И вот это было то легендарное исключение, по сути, слушали Мулявина. Потому что он уже тогда привнес качество музыки очень высокого уровня. И вот на всем на этом я рос. Я играл на ритм-гитаре и 2 года занимался в музыкальном классе по классу классической гитары. И когда я поступал в институт, и на первом туре меня попросили что-нибудь спеть, я взял в руки гитару, исполнил несколько песен. Я Расула Гамзатова любил, «Журавли», я спел это, я спел «Самоцветов», потому что спеть-то надо было наш репертуар. Конечно. Это сразу мне очень помогло, потому что Раевский сразу сказал: «О, так он музыкальный такой, давайте его на 2-й тур». И сейчас музыка очень многое дает. Если определенную музыку послушаешь, она дает тебе внутренний темпоритм, внутренний стержень, ведь очень важно настроение. У меня был опыт, что я спектакль «Бег», который играл 9 лет, очень люблю этот спектакль и эту роль, то я готовился к нему дня 3, сосредотачивался, иначе такую постановку, сложное полотно, его не сыграешь. Вдруг в какой-то момент я сказал себе, что я так готовлюсь прямо, что я так стараюсь прямо, надо выйти на сцену легко, сиюминутно, и все получится. И я вышел на сцену сиюминутно и понимаю, что я пустой, как барабан. Просто какой-то нервный шок испытал. И от этого пошла эмоция. Специально для вас у нас музыкальный сюрприз. Спасибо. И я думаю, грешный, ну а кем же я был, что я в жизни мятежной больше жизни любил? А любил свою землю всею кровью хребтом, ее реки в разливе, и когда подо льдом, и когда подо льдом. Что за ветер в степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне с душою цыганской кочевать, никого не любя. Я хочу, чтобы лопали струны гитар, чтобы плакал ямщик в домотканую варежку, чтобы выбросить шапку, упасть в сугроб и молиться и клясть сквернословить. Здорово, здорово. Прекрасный был спектакль театра Горького «Срочно требуется самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана в постановке Бориса Ивановича Луценко. Я этот спектакль любил, мне очень нравилась его форма, как он замыслен, как он решен. В нем были и пластические ходы, и музыкальные номера. Праздник для актеров всегда это возможность проявиться, и эмоции, открытые вот на этом моем монологе, и песни, и жанровые рисунки. Очень был хороший спектакль нашего театра, я считаю. Очень рад, что, опять же, спасибо телевидению, вот фрагменты большие сохранены. Эх вы, лошади, лошади! Что за лошади? И вот тройка уже, и не тройка, Русь! И несется она, вдохновенная Богом! Русь! Куда же несешься ты? Дай ответ! Дай ответ! О, амфитрион! Он Сакраменто нас
Андрей, вы не только прекрасный исполнитель. Благодаря вам появилась финальная песня в спектакле «Мнимый больной». Мелодия была уже. Она шла под знаменитую французскую «Падам, падам, падам». Посвящение как бы Мольеру, финальная, она должна была быть именно и актерская песня. И родился у меня этот текст. И наш оркестр в нашем театре пел эту песню моего авторства. Я, кроме того, что я там играл, был указан еще и как автор текста, естественно. Ну, спектакль уже сошел с репертуара. Вдруг мне звонок из Киева. Звонит мне Аркадий Фридрихович Кац. Говорит: слушай, а ты не против, если Киевский театр Леси Украинки, вот я ставлю «Мнимый больной», будет петь твою песню? Я только рад буду. И потом смотрю, опять же, в интернете. Автор песни Андрей Душечкин, Беларусь, театр Леси Украинки, они ее в финале поют. И думаю, боже мой, оттуда начали, в принципе, оттуда начали свою творческую историю мои родители, моя семья. В чем-то оттуда мои корни. И я возвращаюсь туда, в этот театр, в афишу, как автор песни. Ну не судьба ли? Скоро в зале погаснут огни. Это, право, совсем не беда. Завтра снова зажгутся они. Ради вас, месье и мадам. Для артиста каждая работа вспоминается с какой-то особой теплотой. Но вот я уверена в том, что спектакль, фрагмент из которого мы сейчас увидим, он особенно вам дорог. О, царь! Не знаю, что задумала царица. На поготове будь, беды боюся. У незвычайной роспачи она. Скаженый рыс и побелелый твар. Энону выгнала. Нябога тая знайшла пагібелю бяздонні мора. Магчыма, поплатіўшыся за штосьці, ды тайна канула ў марскую глыбіню. Что? Гэта смерць царыцы спакою не прынесла. Дух яе пакутае. Яна то прыціскае да грудзей сыноў малютак, то з тугой адчайнай іх адштурхне дрыготнаю рукою. Не ведае, куды кіруе крок. У позірку яе магільны морак. Пісаць пасланне пачынала тройчы, ды кожны раз і рвала на шматкі. О, цар, будзі жаласлівы да яе. Спяшайся да яе. Бяда ўжо блізка. И узнаю, что великий мэтр нашего белорусского телевидения, Карпилов, пробы проводит на Федру. Я был вызван. Боже, как я дома ждал. Я все-таки пробовался на Ипполита, но в результате утвердился вот Паноп, этого персонажа зовут. Да, такие кудри еще были. Ого-го. И я был так счастлив, что я попал. Это был такой интересный период работы, съемок, сложный, потому что специальные декорации строились. В 600-ке в нашей, в самой большой. Костюмы шились. Это счастье, что опять же сохранен фонд Федры для нашего телевидения, потому что это уже раритет серьезнейший просто и материал. А какая память Лилии Михайловне Давидович. Да. А какая это память Валентину Белохвостику. Всем нам, кто имел возможность там быть в кадре, это вот из разряда таких актерских удач, если ты попадаешь в такой материал, но это тебе повезло. Хайры, Хайры, даруй, царица, я пришел с недоброй весткой до тебе. Наш царь, твой муж Тезей, забраны смертью. Это уже вядома ўсё і ладзе. Як? Что говоришь ты, панов? Я сказал, царица, не чакаю мужа. У гавань нашу корабли прыйшлі. Журботныя прывезлі вестку гэту. Боже! Хвалююцца цяпер усе Афіны. Размовы розныя аб будучым цары. Адны на трону звесці хочуць твайго сына, а іншыя, забыўшы гонар і закон, стаяць за Іпполіта. Прызначыў Іпполіт свайго адплыцця час. З'явіўшыся ў гадзіну гэткай смуты, ён можа да сябе схіліць народ, які настроем паддаецца. Даволі, папярэджанні твоє да ведама царица прыняла. Геляйны. Геляйны. Андрей, мы подготовили для нашей встречи вот такой коллаж. Яркие образы, роли,
Потрясающе вы сделали, я просто восхищен. Я очень уважаю и люблю спектакль «Подводники». Вот он, постановки Сергея Михайловича Ковальчика. Это серьезнейшая работа нашего театра, заслуживающая самого большого уважения. И там мы говорим о серьезных вещах. И люди нам говорят спасибо. А вот я вижу графа Альфонсо Ромеро. Это уже «Леди на день» в постановке Дмитрия Астрахана. Этот человек ко мне не имеет никакого отношения. Ни внутренне, ни даже внешне. Поэтому мы клеили усы, бородку, я менял рисунок. Но я люблю комедию, и я люблю яркие рисунки и фарс. Поэтому мне было интересно изображать человека на сломе, так скажем, внутренней глупости. А так бывает, иногда человек попадает в ловушку какой-то собственной глупости, то ли идеи своего существования, и становится, грубо говоря, ну, скажем так, дурак. И вот он таким и был, пока его как бы по ходу спектакля и сюжета нормальные, в отличие от него, люди не вразумили. Да тут, собственно говоря, все мне очень нравится. Вот, это из «Четвертой планеты». Ну, это тоже Дмитрий Астрахан, это яркий фарсовый тоже рисунок, чем он мне интересен. «12-я ночь». Обожаю наш спектакль постановки Сергея Михайловича Ковальчика. Хороший спектакль получился, яркий, многоходовый, неоднозначно. Уж люблю Шекспира. Сэр Эндрю Гьючик, ну это же все, это классический репертуар. И мой партнер, это же дуэт, как бы пара. Сэр Тоби Белч, Александр Вергунов. С удовольствием играю этот спектакль. Опять же, ко мне отношения не имеет. Приходилось искать рисунок внутренний. Вообще, это интересная тема. Когда ты получаешь персонаж, который совершенно к тебе не имеет отношения, и ты должен его находить, искать пластику, менять образ мыслей, менять эмоциональную структуру, иногда преображаться до неузнаваемости. Это все театр, это лицедейство, это интересно. Но вот эта фотография, это, наверное, и я. Вы Но тоже вопрос. А меня не так давно спросили. Это вы? Или вы каждый раз уже в какой-то роли? Был хороший вопрос мне задали. Кстати. А я говорю, что сам не знаю. Может и я, а может уже и нет. Но это я, наверное, все-таки. От нашей большой творческой группы мы хотели бы подарить вам этот коллаж. Это мне будет прекрасная память. Спасибо огромное. А вы делите роли на любимые, не очень? Я всегда любил разные сценические рисунки, то есть разный психологический характер. Мы же не зря лицедеи, мы меняем лица. И чем больше ты их меняешь, тем ты как профессионал интереснее. Андрей, следующая роль в театре – эксклюзив на белорусской сцене. И предметы в нашей студии, я думаю, подскажут, что это. Прекрасно все-таки вот итальянская комедия. Что может быть выше этого жанра? Вот чистое лицедейство в чистом виде. «Утешитель вдов». Темпераментная Кончетта. Вдова Кончетта Мелли. «Утешитель вдов». Режиссер Витаутас Григолюнас. Я когда увидел приказ распределения ролей, сейчас, приказ распределения ролей, я сначала не понял, что происходит. Я подумал, что такое? Что это за хамство? Вдова Кончетта Андрей Душечкин. Я думаю, что это розыгрыш? Или что это? Я подошел к Витасу и говорю: Витас, что это такое? Он говорит: что? Я говорю: я что, буду женскую роль играть? И он сказал сакраментальную фразу. Он мне сказал: ты не понял. Тебя ждет успех. Дон Эдуардо, что вы делаете? Сошел с ума, заставляет меня петь, танцевать. Говорит, что его сапоги приходятся мне сыновьями, и они улетают в Гондурас. Куда? Все поняла. Я все поняла, Дон Эдуардо. Отойдите-ка чуть в сторонку. Сейчас я все сделаю. Так, хватит плакать. А ну пошел вон отсюда, уродина, обезьяна, Квазиморда! Я еще вернусь. Ты найдешь меня! Эдуардо, я еще вернусь! Вон отсюда! 4 года аншлагов. Чистое, повторяю, лицедейство в чистом виде. Это просто был праздник души. А на поклоне я снимал парик и кланялся, потому что меня в том гриме просто никто не узнавал. Так что вот она, да, вот пусть она так вот в истории, в памяти и останется. А ну-ка, пошли вон отсюда, проститутки проклятые!
Только появитесь, я вас кирпичом, как огрею, так не так прощу вам никогда. и кирпичом. И всё. Дона Кончета Миля, а вы не можете заранее отбить у них вот эту охоту? А каким образом? Ну, вот это кирпичом. Дон Эдуардо, для вас все что угодно. Вы мой! Я хочу сейчас вам напомнить небольшую роль, но, как мне кажется, именно с этой роли начал формироваться, скажем так, ваш большой кинематографический актерский багаж. Посмотрим на экран. Да. Так это ж контра. Чего ты? Контра? О, Господи. Василий Макарович, контра! Ты ошибаешься. Нет, ты ошибаешься. Василий Макарович, но он же сбежал с Мурашко. Ты ошибаешься. Он сын балтийского моряка. Понял? Возможно. Было темно, а эти беспризорники все на одно лицо. А Степка не беспризорник. С сегодняшнего дня он курьер уездного ревкома. Понял? Понял. Понял. У каждого в жизни что-то бывает впервые. Это 4-й курс Возможно, института. было темно, Я и еще беспризорники студент, все на хоть и одно лицо. выпускник. И вдруг мы узнаем, что на киностудии «Беларусьфильм» идут пробы на полнометражный детский художественный фильм «Паруса моего детства». И, о чудо, прихожу, пробуюсь. И вдруг однажды в институте на репетиции смотрю, стоит ассистент по актерам и говорит: а вас утвердили. И я пришел вот договариваться, чтобы вас отпускали. И я очень рад, что сейчас, пользуясь случаем, могу сказать, что Леонид Владимирович Мартынюк мой крестный в кино, потому что он снял меня впервые в моей жизни в роли в полнометражном фильме. Отправишь его завтра в губернский город, а пока пускай отдыхает. Ваше Величество, к вашим услугам пуховая перина. Ой, перина, тоже мне не могли отпустить. Говорят, что вы с удовольствием снимаетесь у начинающих молодых режиссеров, притом без гонорара. Таким образом, вы поддерживаете их? Если они к тебе обращаются, считаю своим долгом это делать. Но вот, например, дипломный фильм о пропавших без вести режиссера Максима Субботина тогда снимался как диплом. Это был последний выпуск Михаила Птушука. Этот фильм взял «Серебряного медведя» на «Золотом витязе» в разделе «Студенческое кино». Но это 2-й приз. То есть в любом случае это творчество, и это интересно. В искусстве всегда есть жанры, которые невозможно обойти, и только искусство может донести всю боль трагедии человеческого бытия. Посмотрим на экран. Дуня, Дунечка, Дунечка, а здорово я их обхитрил, а? Они меня по всей деревне искали, а я в лесу сидел. Коля, Дуня, Дунь, давай в лес уйдем, Коля, а? Коля, Дунечка. Коля, это я, мать и твоя. Смотри на меня, сынок, ты что, не узнаешь меня? Дунечка. Ну иди сюда, Коля. Дунечка, Дуня, поди ко мне, а? Поди, Дунь, а чего ты такая робкая, Коля, а, Коля, Дунечка, жарко? сынок, ляжь. Жарко, ой, Тебе жарко, мама. ляжь. Ой, больно же, Тихо, жарко, жарко, мама, не могу, жарко, жарко, мама, жарко! Но это «Бабье царство» по Нагибину. Как люди переживали войну в данном случае вот в деревне, простые деревенские люди, какие судьбы, кто остался человеком, кто потерял человеческий облик. Кольку я играл, вот, сына. Я любил этот спектакль. Он здорово был создан и решен. Я счастлив, что он, кстати, записан в фонд телевидения. По свету, по картинке, все было найдено. Я уверен, что сейчас бы такие спектакли опять смотрелись бы с огромным интересом, потому что, смотрите, они же открытым сердцем играются, абсолютно открытой душой, открытой эмоцией. Да зрители же истосковались по такому театру, они ждут этого, они ждут разговора, сопереживания. Не смотреть новые технологические поиски режиссуры, им это вообще-то все равно. Они идут за живой эмоцией человека.
Они идут сопереживать. Ну что ты? Колобочек мой. Ну иди ко мне. Хороший мой, топай ножки, колобочек мой. Коля, сынок. Коля. Мама, война будет. Мама, будет война. Мама, почему ты молчишь? Я вот, кстати, рад, что недавно у нас на белорусском телевидении был потрясающе интересный проект. Это «Юмор на войне», который и задуман, и жанрово, и по картинке, и прописан, и выписан, и снят, на мой взгляд, ну просто потрясающе. Анекдоты, солдатские так называемые байки. Как это помогало людям, жизнь спасала, давала душе их отдохнуть. Не только частушки пели в партизанских отрядах. Часто переделывали слова на мотив уже известных популярных мелодий. Так на мотив популярной «Позарастали стежки дорожки» пели там, где проходили фрыцевы ножки. А популярная «Бывайте здоровы» получила продолжение «Дык будь же проклятый». Загудеем метелица, снег кругом застелится, а притисни морозец, будь Гітлеру, капець! Кожний кут і кожний яр чужаніцам дай удар, каб ад немцаў чужакоў леглі кости між кустов. Если говорить о событиях, фактах и людях, невозможно не вспомнить следующую передачу. Колькі разоў падыходзіў я да партрэта Барбары. Нават дыхаў у яе вусны. Не памятаю, як набраў нумар тэлефона галоўнага ўрача нясвіжскага санаторыя, што ў замку. На маё пытанне, ці працуе ў санаторыі медычная сястра з імем Барбара, ён адказаў, што не працуе. І на ягоным веку не працавала ніколі. Это потрясающий период моей работы на телевидении с 1993 по 2000 год в общественно-политической редакции под руководством Игоря Александровича Александровича. Я был постоянным ведущим цикловых интереснейших программ об истории Беларуси. В данном случае эта программа называлась «Барбара Радзивилл». Это был период моей жизни, когда мне было опять же предложено перейти работать на телевидении. И опять же я сказал, что нет, я все-таки актер театра Горького. Хоть я и очень люблю наше телевидение. Это все история нашего края белорусского. Так что спасибо огромное, с удовольствием просто вот вижу эти кадры. О, король Жыгімонт Аўгуст. Цяпер я вельмі добра разумею цябе. Калі ты за сваё каханне гатоў быў прынесці ў ахвяру сваю корону. В вашем плотном творческом графике как находится и получается ли это время на свою личную, семейную жизнь? Для художника, для творца личная жизнь, так поймите меня правильно, является составляющей его творчества. Мы уходим в свою творческую, достаточно мятежную жизнь. Мы такие же приходим к нашим детям, к нашим близким, любимым и так далее. После имени вашей мамы, какое еще одно женское имя вам дорого? Всегда то, в которое влюблен. Андрей, ваши близкие друзья говорят, что вы замечательный отец. Я никогда не задумывался, что я отец. Я просто всегда был рядом. Вот мне нравится, что я друг. Ко мне можно подойти с любой проблемой. Кроме сына Александра, кроме крестницы моей Кристины, которая воспитывалась у нас в доме. У меня ведь еще 4 крестных дочки.
И они все меня любят. Андрей, вы не препятствовали выбору профессии сына, ведь он пошел по вашим стопам. Он целенаправленно, с малолетства причем, снимался в кино, в рекламных роликах, в кино. Занимался народными танцами. Потом закончил студию модельного агентства. Потом закончил студию киношколы Минской. Как сложится его дальше актерская жизнь, я не знаю. Да, ему Бог удачи. Увы, вот это вот тот немножко авантюрный мир, который предполагает, как карта ляжет. 7 пядей ты можешь быть, и даже безумного таланта, и огромного трудолюбия. А не ляжет она тебе, эта карта. И не сложится у тебя эта творческая жизнь и судьба. У любого актера однажды может замолчать телефон. Я знаю, как это тяжело. У меня такое было. Тут я могу дать просто один совет. Во-первых, не терять мужество. А во-вторых, я расскажу, как я решил эту проблему. Я сел к письменному столу и занялся литературой. Если ты творец, ты себя найдешь. Андрей, мы, я надеюсь, продолжаем удивлять и дарить приятные воспоминания. Обратимся вновь к экрану. Да. Я придумал весь этот детектив. Вы знаете, как Курагин стал писателем? Украл мою идею. Просил рукопись почитать. Через полгода у него вышла книга с моим сюжетом. И моментально стала бестселлером. Ну, а я... Тихо завидовали. Нет, молодой человек, нет. Я проявил здравомыслие. Имя Курагина стало хорошо продаваться. Мои книги не печатали. Я решил, что гораздо выгоднее жить на проценты агента, чем писать самому. Да, не очень престижно, зато сытно. Почему же теперь вы вышли из тени? Месть. Я ждал подходящего момента, и он настал. Ну, это уже мы мир кино стали затрагивать. Я, если не ошибаюсь, сериал «Доброе имя». Писателей много сыграл. В театре я сыграл писателей. В спектакле «Калигула» в постановке Витаса Григолюмаса я играл Сципиона, поэта. В спектакле «Самоубийца» Бориса Ивановича Луценко я играл писателя. В этом фильме, в этом сюжете я играл писателя непризнанного, и который из-за этого пошел на преступление. Что-то мне как-то везет. Эта литературная стезя меня касается. Курагин умирает. Он не должен умереть знаменитым писателем, не должен. Я решил сделать из него маньяка. Тогда он умрет изгоем. А я займу его место в литературе. Как автор книги о сумасшедшем писателе Курагине. Я попрошу вас что-то прочитать в нашей студии. Все песни спеты. Сказаны слова последней роли. И от судьбы осталась лишь зола, сгоревшей боли. И что теперь? Дождаться ли рассвет, проснется небо, или купить на станции билет туда, где небо, где смех и слезы, боль и суета, все несерьезно, где все вперед оплачены счета, где плакать поздно. Как эти странные слова роняют губы неизбежность, по ним потопчется молва, их приласкает чья-то нежность, и пустит в дом к себе судьба. А в доме будет много света, и одинокая душа будет заботливо согрета. Но эти странные слова уйдут однажды, не простившись. Их разбросает детвора, их дворник подметет простывший, их одиночество пленит, как будто зло пленяет совесть. И напоследок ослепит любви законченная повесть. Замечательно, я благодарю вас. Искусство – вечная борьба, в которой есть место выбору. И вот сейчас право выбора за вами. Рассвет или закат? Я выбираю закат. Почему? Краски ярче. Кислое или сладкое? Кислое. Жажда мучить не будет. Прямоугольник или квадрат? Прямоугольник. Острее режет.
Идти или ехать? Идти, потому что только идущий дойдет. По одежде или по уму? Только по уму. Одежда износится. Андрей, я благодарю вас за то, что вы сегодня были нашим гостем, за то, что вы не изменяете самому важному жизненному принципу. Вы всегда говорите правду, вы всегда честны. Небольшой подарок от нашей творческой группы. Спасибо большое. А вот эта подкова как символ добра и благополучия. Спасибо огромное. Я верю в подковы, я люблю подковы. Она всегда приносит счастье. Спасибо вам огромное. Я думаю, что удачу она мне точно принесет. Андрей Душечкин! Паважаныя тэлегледачы, мы былі рады новай сустрэчы з вамі. Рады былі ізноў прыадкрыць для вас вялікія і унікальныя кінавідэафонды Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Калі у вас з'явілася жаданне набыць відэаматэрыялы для ўласнага архіву, калі ласка, звяртайцеся да нас. Дасылайце вашы прапановы, каго б вы хацелі ўбачыць госцем у нашай кіназале. Пакідайце вашы пытанні на нашых старонках у сацыяльных сетках. Да наступнай сустрэчы!